вообще является одним из высоких по уровню жительства именно коренных малочисленных народов на своей территории. И вот эта вот многонациональность, да, и уровень, который сегодня мы достигли в развитии, в защите коренных малочисленных народов Севера, нам уже позволяет делать и работать в этом направлении, в том числе и в рамках этого праздника, на более высоком уровне. Поэтому в этом году мы объединили как рабочие конференции по обсуждению проблем, так и, естественно, продвижение культуры. И, как я уже сказала, я считаю, что этот год, в том числе и для коренных малочисленных народов, и это мероприятие должно стать отсчетной точкой для последующего прорыва в развитии республики и народов в ней. Уважаемые жители Якутии, я вас поздравляю с этим праздником. И как человек, родившийся на исконной венкийской земле Алданского района, думаю, что для нас это главное – это природа. И пусть природа вам дает и дальше благоденствие. Добрый день, уважаемые якутяне и гости северной столицы. Сегодня День коренных народов, международный праздник в такой огромной стране, как Россия. По сей день коренные хранят свою самобытную культуру и проживают в местах первоначального расселения. Солнышко, свети, пусть будет мир на всей земле, на нашей голубой планете. Свети нам, солнышко, свети, пусть будет мир на всей земле, и солнце ярко светит. Уважаемый Андрей Васильевич, уважаемые гости, уважаемые участники фестиваля, от имени правительства республики разрешите поздравить вас с этим праздником. В 1994 году Генеральная ассамблея ООН учредила Международный день коренных народов. Республика Саха-Якутия в лице органов государственной власти празднует данный праздник в этот день, в этот августовский день. Что для нас такое этот праздник, Международный день коренных народов? Это прежде всего праздник тех, кто живет в нашей республике. Праздник тех, кто требует, тех, для кого должна существовать защита. Тех, кто дает развитие нашей республике. Главное, уважаемые товарищи, и тем, кто и укреплением многонациональной дружбы нашей великой России. Дорогой Андрей Васильевич, уважаемая Ольга Валерьевна, уважаемый Виктор Николаевич, сегодня мы отмечаем завершающий и, наверное, самый главный день в череде мероприятий, которые прошли у нас в Республике Саха-Якутия, посвященные Международному дню коренных народов мира. Почетной грамотой Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации награждается Сметанина Наталья Дмитриевна за вклад в развитие и сохранение языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, председатель Союза ЭВН в Республике Саха-Якутия. Но это высшая награда Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации. Но это высшая награда, и для меня это очень важно, потому что столько... Я думаю, что оценили все-таки ту работу, которую я сделал для Севера, вот этой наградой. Но я очень рад, конечно, получить такую высшую награду ассоциации. Но это для меня большая честь. А вот по истории этой награды много людей у нас в республике такую награду? Ну, я не знаю точно, но это дается не каждому и не всем. Но это человек 20-30 есть, наверное, если не меньше.
но я это не знаю. А вы сами откуда и какую общину представляете? Ну, во-первых, я с Северно-Батантайского улуса, сейчас там я живу и работаю, начальником управления образования, но кроме того, я там возглавляю Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, региональное общество. Вот. Я по национальности овен, но кроме того, я еще писатель, поэт. Я уже участник 2 международных фестивалей. Я пишу, потому что я пишу на 3 языках, на овенском, русском и якутском. Поэтому русские стихи я отправлял на международные фестивали и участвовал в Белоруссии, в Сочи. Но это очень тоже. Ну и поэтому я на этих фестивалях представлял овенский народ, потому что там пел, читал стихи на овенском языке. Это очень интересно было для других писателей, которые приехали с очень многих стран мира. И там представлять такой маленький народ. У нас всего 29 тысяч, чуть больше 29 тысяч овены проживает. И вот их представлять, это было очень интересно. И вот, ну, не только писательская деятельность, но кроме того, я сказал, что я возглавляю региональное общество Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Северно-Батантайского улуса. Мы делаем то, чтобы там возродить, там сделать язык, возродить язык, культуру. Это очень большая работа, которую мы проделываем в своем улусе. Мы тоже проводим различные мероприятия, но кроме праздничных мероприятий у нас еще такие дела, как защита прав человека, защита овенов, представление интересов овенов в муниципальном органе и так далее. То есть мы делаем очень большой круг работы, из-за этого которые люди благодарны нам. Я, например, нисколько этой награды. Я рад тому, что когда люди приходят и говорят спасибо, что вы делаете какую-то такую работу. А вот большие перемены, да? Свои надежды вы связываете. Нужно немного, может быть, скорректировать, поменять на местах. Многие говорят, что надо изменить какую-то политику, а может быть, надо развернуться к народу и помочь им, в том жизни, которая сегодня на местах необходима. Ну вот, допустим, я считаю, что так, это мое мнение, да, то, что какие бы шаги не делало ни правительство, ни вот наше руководство, это зависит от нас самих проживающих на местах. Я, например, считаю, что мы на местах должны работать, возрождать то, что есть там. Конечно, поддержка от правительства нужна, но все-таки больше зависит от нас. И вот недавно буквально у нас был съезд, 5-й съезд овенов в Магадане. Мы там участвовали, я принимал участие как делегат. И мы там в основном говорили о том, что от нас самих это все зависит. Конечно, правительство может принять какие-то указы, дать какие-то финансирования сделать. А если мы не будем ничего делать и ждать, когда кто-то нам поможет, кто-то вместо нас сделает, ничего у нас не получится. Поэтому все большинство. Конечно, очень много вопросов решается именно благодаря решению правительства, поддержке правительства, финансированию и так далее. Но я считаю, что все-таки мы должны на местах работать. Коренные народы мира, несмотря на этнические и культурные различия, сегодня решают общие проблемы. Это сохранение национальной самобытности, традиций и культуры, а также защита исконных территорий и ресурсов. День коренных народов мира призван обратить внимание общества, наладить диалог между странами и народами.
Празднование этого дня – хороший способ привлечь внимание общественности к проблемам коренных народов, повод показать свою самобытную культуру и возможность открытия площадки для общения с властью.